В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных темах. В Амгинском районе в эти дни идет ежегодный отчет исполнительных органов государственной власти. Узнаем, какие вопросы поднимают жители. 3 марта – дата, которая для города Ржев стала символом возрождения. Спустя десятилетия память о тех событиях объединяет всю страну. Алекма укрепила родные берега единства. В Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского Алекминское землячество провело фестиваль. В Амгинском районе в эти дни идет ежегодный отчет исполнительных органов государственной власти Республики Саха-Якутия по итогам деятельности за 2025 год. В течение 3 дней рабочие группы посетят все 14 наслегов. Работу группы возглавляют министр экологии и природопользования лесного хозяйства Евгений Перфильев и министр образования и науки Республики Иргуна Соколова. Жители 3 наслегов – Мисского, Алтанского и Сатагайского наслега – задали ряд актуальных вопросов. Это, например, строительство новых зданий школ, детского сада, общежития для молодых специалистов и фельдшерско-акушерских пунктов. Между тем, в этих наслегах у нас остро стоит вопрос по новым зданиям объектов системы образования. Это и детские сады во всех 3 наслегах, да, и в 2 наслегах строительство школы. Этот вопрос, конечно, у нас стоит на контроле. Значит, есть эти объекты и в очередности. По Сатагаю даже с документами у нас, в принципе, всю работу администрация района провела. Да? Но между тем, вот как раз таки проблема изыскания источников финансирования. 3 марта – дата, которая для города Ржев стала символом возрождения. В 1943-м город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Спустя десятилетия память о тех событиях объединяет всю страну, и Якутия не остается в стороне. В столице республики прошел форум, посвященный памятной дате. В рамках него состоялся телемост между Якутском, Ржевом и Москвой. Участники обсудили вопросы развития побратимских связей, продолжения общей мемориальной и поисковой деятельности, а также проект создания Ржевского сквера в Якутске с установкой памятника прославленному снайперу, герою Советского Союза Федору Охлопкову. Намский район с Ржевским районом работает с 80-х годов. С 90-х годов силами Намского улуса и Республики Саха-Якутия построена и увековечена имена павших наших земляков во время Ржевской битвы. Ржевская битва, она была переломная, самая значимая победа. Инструкторы парашютно-десантной пожарной службы авиационной охраны лесов приехали работать в Верхневилюйский район. Проводятся тренировки каждый год. В марте готовятся к пожароопасному сезону. Из Вилюйска 60 сотрудников, из Верхневилюйска 64 новых работников, по несколько из каждого района. Сначала сдаются экзамены по парашютно-десантной подготовке, охране труда, затем каждый из них отрабатывает спуск с вертолета ровно по 7 раз. Вертолет поднимается на 15 метров и 30 метров, за один вылет берет на борт 12 человек. Сначала медосмотр проходит, потом уже теоретическое занятие, и вот проводится практическое. Все, после практической они уже готовы полностью. По 7 раз. И кто 7 раз спускался, уже получает допуск на пожароопасный сезон. Обмундирование называется КСК, спусковое устройство. Там входит шнур, тормозной блок и подвесная система. В Якутии, по данным Министерства здравоохранения, на сегодня через мессенджер МАКС якутяне произвели почти 29 тысяч электронных записей к врачу. В республике, напомню, 15 декабря прошлого года запустили удобный сервис электронной записи к врачу через чат-бот «Собака. Запись МЗСХ. _бот» в мессенджере МАКС. Развитие онлайн-сервисов в здравоохранении региона реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Система электронной записи онлайн-сервисов через МАКС развивается также в исполнении задач нацпроекта цифровизации, инициированного также президентом России. В Вилюйской группе работала мобильная бригада республиканской глазной больницы из столицы. На днях 2 офтальмолога, хирурга и 2 операционные сестры в хирургическом отделении в Вилюйске благодаря высокотехнологичному оборудованию провели сложнейшую операцию по удалению глазной оболочки, широко распространенную у пожилых.
За 4 дня прооперировано всего более 60 больных с катарактой. Такая услуга в районе проводится с 2005 года. Делают очень хорошо. То, что боли, по крайней мере, я не чувствовала. Чувствую себя прекрасно. На один глаз уже сделали. Вот сегодня на второй. Так что мы рады. Видим лучше, яркость. Все, что я еще могу сказать. Все прекрасно. Врачи молодцы. В гуманитарно-исследовательском научном институте состоялся круглый стол, посвященный 125-летию со дня рождения видного госдеятеля Якутии Анания Андреева. Уроженец Жаксагонского наслега Татинского района Анания Андреев был участником гражданской войны. Стал одним из первых якутян, кто получил высшее образование инженера-теплоэнергетика. Работал председателем Совнаркома и народным комиссаром ЖКХ и энергетики СССР. Сыграл ключевую роль в развитии разных отраслей региона. При нем велась работа по благоустройству столицы, был разработан генеральный план города, строилось жилье и социальный объект. Вот в нашем национальном архиве сохранились очень интересные и даже уникальные документы о росте экономики вот в этот период. И также вот особо уникальным тут являются документы, посвященные снижению себестоимости продукции в Якутии вот в период как раз, когда этот ключевой пост занимал Ананий Кононович. Ананий Кононович также являлся первым инженером теплоэнергетиком и был назначен первым директором Якутской центральной электростанции. Вот эта электростанция была тоже уникальной в том плане, что впервые была построена в условиях вечной мерзлоты. Село Майя Мегингаласского района стало самым крупным трезвым селом в республике. С 1 марта этого года в селе полностью запретили розничную продажу алкоголя. Соответствующее изменение в законе было принято в Государственном собрании Илтумен в 2025 году. Инициатива была выдвинута сельским советом депутатов и направлена в парламент главой села Алексеем Неустроевым. Отмечу, что также в принятии закона участвовали сами жители, так как в проведенном опросе в 2024 году 60,2% жителей проголосовали против продажи алкоголя в селе. Вот эта работа была проведена по инициативе наших жителей, и она конкретно направлена для пропаганды здорового образа жизни для наших сельчан и для нашего подрастающего поколения. Мы стали 208-м населенным пунктом, которые отказались от продажи алкоголя в Республике Саха-Якутия. И мы желаем, чтобы в республике с каждым днем все стало таких трезвых сел все больше и больше. В Якутии стартовала акция «Молодежь против терроризма». Она была организована сотрудниками Северо-Восточного ЛОМВД России на транспорте в целях профилактики терроризма среди молодых людей. Акция стартовала 2 марта, продолжится до 6 числа. В рамках мероприятия организуются встречи с экспертами, на которых молодежь узнает о методах вербовки в незаконную деятельность и возможных мерах ответственности за ее участие. Лекции, к слову, прошли уже в Якутске среди учащихся 35-й школы и речного училища, а также в образовательных учреждениях Алекминска и Нижнего Бестяха. Завтра встречи продолжатся в Жатайском техникуме и летном училище. В рамках акции были подготовлены памятки по распознаванию угроз и правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов и объектов. Наша задача провести профилактические мероприятия и не допустить вовлечения в число вербовщиков наших детей. Ни в коем случае не поддавайтесь на различные преступные акции. Не дайте себя привлечь в преступную деятельность. Никогда нельзя полностью доверять. Задавайте всегда вопросы. Спрашивайте, зачем, почему. Вербовщики и преступники, они всегда боятся вопросов. В горном районе при модельной библиотеке имени Петра Аввакумова активно работает школа для пожилых 50+. Школа третьего возраста создана для тех людей, которые после пенсии не хотят скучать дома. В ней каждый смог найти занятия по душе, например, кружки по вязанию, вышивке, занятия по компьютерной грамотности и правовое поле пенсионеров, мастер-классы по якутским украшениям и изготовлению оберегов. Ну а в день 10-летнего праздника торжественно открылась выставка «Погружение в прекрасный мир».
Наши воспитанницы – настоящие таланты. Они неоднократно становились призерами и победителями республиканских, всероссийских конкурсов, демонстрируя высокий уровень таланта, креативности, мастерства. И без их участия не обходится ни одно наше мероприятие. Они всегда готовы поделиться своим талантом, вдохновением. И, конечно, невозможно представить ежегодное шествие народных мастеров в городе Якутске без их удивительных творений. Ну а тем временем Алекма укрепила родные берега единства. В столице, в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского, Алекминское землячество провело фестиваль. Более сотни человек, проживающих в других районах республики, пришли в этот день, чтобы вспомнить былые времена, пообщаться с земляками и поймать нотки ностальгии. Фестиваль собрал людей всех возрастов. В программе ярмарка-продажа, выставка изделий ручной работы и самодеятельный концерт. При этом денежные средства, вырученные в ходе мероприятия, направят на поддержку участников специальной военной операции. Мы постарались найти всех наших талантливых земляков с Алекминского улуса. И все они сегодня будут представлены на концерте. Но кроме этого, еще из Алекминского района приехал мужской ансамбль «Дорой», женский ансамбль «Дерей». И вот они сегодня у нас откроют наш фестиваль. И выступят, конечно, на концерте. Хотел бы рассказать немножко о нашем ярмарке. Сегодня принимают участие более 10 компаний, физических лиц. И хотел бы сказать, что сегодня именно ожидаемым событием стало нашими земляками это кладовая Алекминск, наши знаменитые сыры. У муниципального автономного учреждения «Комтехсервис» много работы. Идет подготовка площадки для проведения ежегодного республиканского фестиваля «Путешествие на полюс холода». В этом году фестиваль посвящен столетию индигирской экспедиции под руководством известного геолога, путешественника, открывшего золотоносность бассейна реки Индигирки Сергея Обручева. Впервые центром фестиваля станет районный центр Уснера. В программу, к слову, включены соревнования по горным видам спорта, но основные мероприятия пройдут на самой реке Индигирки. На данный момент подготавливается местность для проведения данного мероприятия. Задействованы 2 спецтехники по расчистке снега. Заготавливается снег для горки и для скульптуры огромного быка. Разравниваются парковочные места, место проведения соревнований, также местность для катания на снегоходах, оленях и на лошадях. Также расчищается местность для организации харчевни. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.